Завтра завершится конкурс на зачисление в нацрезерв кадров. Те, кто успешно пройдет все этапы конкурсного отбора, напомним, будут иметь приоритетное право при устройстве на вакантные главные и высшие должности гос- и муниципальной службы. Аяна Дюшикеева подробнее. Конкурс в Национальный резерв кадров стартовал в конце января. Кубанычбек Намазов успевает сдать документы за день до дедлайна. В жизни каждого человека наступает момент, когда необходимо продвижение по карьерной лестнице, считает кандидат. А нацрезерв лишь позволяет сделать это путем конкурсов и честной конкуренции. Национальный резерв кадров формируется государственной кадровой службой, чтобы выявить подготовленных специалистов для дальнейшей работы. Каждый человек готовится, он должен всегда самосовершенствоваться. Это даже написано в законе о государственной службе. Каждый государственный служащий, он должен работать над собой, да? Он должен каждый день заниматься, да? И поэтому я сейчас готов. Конкурс впервые был объявлен в прошлом году. Тогда заявки подали свыше 800 человек. Однако по результатам тестирования, собеседования и практического задания только 34 из них были включены в нацрезерв кадров. Они-то теперь и имеют приоритетное право при устройстве в гос- и муниципальные службы на вакантные должности. Когда образовывается вакансия в гос- или муниципальных органах, они должны в течение 3 дней нас, ГКС, оповестить об этом, направить данные, квалификационные требования, наименование должности, и мы в течение 2 дней должны оповестить НРК через электронные почты о том, что имеется такая-то вакансия. Если никто не подал из НРК, уже проводится конкурс из числа внутренних резервистов. Если из внутренних резервистов никто не подавал, значит будет ротация, либо открытый конкурс. 3 человек из нацрезерва были назначены на главные и высшие должности в прошлом году. Чингис Кененбаев как раз один из них. Сейчас он статс-секретарь финразведки. Национальный резерв он позволит заранее подготовить уже опытных, квалифицированных, желающих кадров для замещения высоких руководящих должностей. Кандидату дается очень много вопросов, в том числе кадровые вопросы, трудовые вопросы, знание законодательства, решение определенных спорных вопросов. Поэтому достаточно сложен. Участниками конкурса могут стать граждане в возрасте от 21 года, соответствующие квалификационным требованиям. Таким образом, Национальный резерв позволяет обеспечить управление именно квалифицированными, креативными и подкованными знаниями кадрами. А с подробным перечнем документов можно ознакомиться на сайте Госкадровой службы. Дедлайн, напомню, 20 февраля в 6 вечера. Аяна Дюшикеева, Оскар Улан-Улу, Общественный, Первый канал.